Президент Украины Владимир Зеленский отдает себе отчет в том, насколько сложно достичь договоренности с российским лидером Владимиром Путиным относительно Донбасса и Крыма. Об этом в интервью Дольче Велле сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Давайте послушаем его. Зеленський повністю усвідомлює, наскільки складно досягти домовленості з Путіним і змусити його піти з України і звільнити Донбас. Не слід забувати і про Крим, який також повинен бути деокупований. Але незважаючи на всі труднощі, ми, як і раніше, прихильні досягненню прогресу і розробці ініціатив, які допоможуть нам досягти мети. Ну, вот вы все-таки к какой версии склоняетесь? Можно с Путиным договориться, нет? Я думаю, что с Путиным договариваться нам не о чем. Мы ценностно абсолютно другие люди. Путин преступник. И я даже не могу себе представить, чтобы, допустим, Путин приехал в Киев. Это невозможно. Это просто это невозможно, этого не будет, потому что этого не будет никогда. И поэтому мы не можем разговаривать, мы обязаны, с одной стороны, поддерживать линию переговоров, потому что это работа дипломатов. Никогда нельзя прекращать переговоры. Переговоры всегда должны быть продолжены. И министр, вот он находит миллион различных лазеек, обтекаемых формулировок, что говорит о том, что он хороший министр, для того, чтобы этот диалог поддерживать. Но на самом деле нам надо разговаривать с другими людьми. Нам надо разговаривать с людьми на Западе, нам надо разговаривать с теми людьми в России, которые считают, что вот все беды, в которых они оказались, начались вот с точки 2014 года. Ну, мы-то это понимаем, да, но западные ведь страны все же пытаются договориться с Путиным, и они как-то пытаются вот юлить между Украиной и Россией, и тем угодить, и нас как бы не обидеть. А как Запад убедить, что с Путиным договариваться уже не Знаете, обязательно? мы должны Западу просто честно ставить вопрос, вы про ценности или про деньги, потому что мы понимаем, что вы про деньги, и выстраивая отношения с Россией, та же Германия очень хочет торговать с Россией, и любая европейская страна очень хочет торговать с Россией, и с утратой вот российского рынка они несут убытки, это факт. Но им постоянно задавать вопрос, а что для них важнее просто в этой жизни. Если для них важнее деньги, то пусть они просто об этом скажут, и мы подождем или пойдем к другим странам. Мгм. Если для них важны ценности, то почему тогда вы не докажете это на практике?